Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Ежегодно правительство Республики Таджикистан принимает своевременные и конкретные меры по подготовке к зимнему сезону. В частности, в апреле текущего года было принято постановление правительства Республики Таджикистан о своевременной подготовке отраслей экономики и социальной сферы к бесперебойной и эффективной работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Для изучения и анализа работы, проделанной соответствующими ведомствами по подготовке к осенне-зимнему периоду, сегодня в центре Хатлонской области с участием заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода состоялось заседание республиканского штаба по подготовке к зимнему сезону. В законе Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2022 год приоритет отдан социальным сферам, на которые приходится почти половина госбюджета. Такое преимущество, направленное на социальные сферы, берет истоки из социальной сущности политики президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и направлено на всестороннюю социальную защиту населения страны и улучшение жизни народа. В государственном бюджете Республики Таджикистан на 2022 год, как и в предыдущие годы, приоритет больше придается финансированию социальных сфер. Направление учета доходов государственного бюджета на 2022 год основан на нормативно-правовых актах, регулирующих налоговые и неналоговые поступления и гранты. Ежегодно государственный бюджет реализуется в рамках показателей, целей и основных приоритетов, стратегий государственных программ Республики Таджикистан и реального развития национальной экономики и национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. В государственном бюджете Республики Таджикистан на 2022 год объем внутренней валовой продукции по фактическому росту составил 7,9% в сумме 103,9 миллиардов сомони. Индекс дефлятора валового внутреннего продукта равен 3,4%. Общий объем доходов государственного бюджета Республики Таджикистан за 2022 год составил 33 миллиарда сомони, что равняется 31,7% валового внутреннего продукта. Доходы бюджета по сравнению с 2021 годом составили 19,4% или больше на 5,3 миллиарда сомони. В 2022 году доход республиканского бюджета запланирован в размере 12 миллиардов сомони, что по сравнению с 2021 годом больше на 1 миллиард 465 миллионов сомони. Общий объем расходов государственного бюджета на 2022 год за счет всех источников финансирования запланирован на 33 миллиарда 626 миллионов сомони и составляет 32,3% от валового внутреннего продукта, что больше по отношению к государственному бюджету 2021 года на 5 миллиардов 517 миллионов сомони. Более 60 государственных инвестиционных проектов на общую сумму свыше 20,5 миллиардов сомони реализуются в настоящее время в транспортной сфере Таджикистана. Так, осуществление нашим государством одной из своих стратегических целей выхода из коммуникационного тупика является, несомненно, крупным достижением периода независимости. Для расширения географии перевозки товаров и продуктов, повышения качества транспортных услуг и превращения Таджикистана в транзитную страну правительство намерено построить в ближайшие годы 1500 километров автомобильных дорог международного значения. Строительство дорог имеет большое экономическое и социальное значение и закладывает прочную основу для повышения уровня жизни населения и экономического развития страны. В последние годы дорожно-транспортная сфера развивается устойчиво и планомерно, в результате чего правительство Республики Таджикистан добилось одной из стратегических целей, то есть вывода страны из коммуникационного тупика. С этой целью проделано очень много работы, реализованы десятки инвестиционных проектов, в рамках которых создано более 2200 километров международных дорог и 220 километров железных дорог, около 240 мостов и 5 тоннелей.
С целью повышения качества транспортных услуг, полного вывода страны из коммуникационного тупика и превращения Таджикистана в транзитную страну, правительство республики в ближайшие годы построит еще 1500 километров международных дорог. В целом в транспортной сфере реализуется более 60 государственных инвестиционных проектов на общую сумму более 20,5 миллиардов самани. Эта мера будет способствовать беспрепятственному движению транспорта во все времена года, своевременной доставке грузов и безопасному передвижению граждан. Проделанные работы в этой сфере создали условия для того, чтобы позиция Таджикистана в мировом рейтинге качества дорог, который ежегодно проводится в международным исследованием отчета глобальной конкурентоспособности, в течение 2 последних лет улучшилась на 20 ступеней. В эти дни в транспортной сфере продолжается реализация 15 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 8 миллиардов самани. Для строительства и реконструкции транспортной и коммуникационной инфраструктуры, создания транзитных транспортных коридоров началась реализация еще 10 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 8 миллиардов самани. В текущем году проектирование автодорог Донгара-Гулистон и Гулистон-Куляб полностью завершится, и в 2022 году начнется их строительство. Всемирный день борьбы со СПИДом каждый год отмечают 1 декабря. Общее количество ВИЧ-инфицированных. Дата посвящена определенной теме. В этом году она звучит так: покончить с неравенством, ликвидировать СПИД. Всемирная организация здравоохранения призывает мировых лидеров и граждан 1 декабря к борьбе с неравенством и охвату основными услугами по ВИЧ тех, кто их не получает. Общее количество ВИЧ-инфицированных в Таджикистане в период с 1991 года до 30 сентября текущего составило 13 802 человека. 3855 из общего числа умерли от этого заболевания. На сегодняшний день с этой инфекцией живут 9947 человек. Далее зарубежные новости. В России продолжается рост заразившихся COVID-19. В одной из школ Оксфорда, находящейся в американском штате Мичиган, произошла стрельба. 15-летний ученик с пистолета убил 3 сверстников и ранил еще 8 человек в коридоре учебного заведения. По меньшей мере 20 человек погибли, несколько получили ранения в результате нападения на лагерь внутренних перемещенных лиц в Демократической Республике Конго. А в Афганистане вновь прогремел взрыв. Об этих и других событиях в мире подробнее мои коллеги. Ну и в завершении вновь к местным новостям. Со 2 по 15 декабря в Национальной библиотеке Таджикистана состоится финальный тур республиканского конкурса «Мудрости зари сияния. Книга». Так, согласно расписанию, со 2 по 5 декабря в нем примут участие учащиеся общего, среднего и начального профессионального образования. 6-7 декабря студенты учреждений среднего, специального и высшего образования. 7 декабря аспиранты, докторанты и сотрудники научных и творческих учреждений в различных номинациях. Также 8-10 декабря преподаватели всех ступеней образования, работники культуры и искусства, взрослые и представители различных профессий примут участие в конкурсных номинациях. 11-12 декабря будут определены победители в номинации «Проза и поэзия». 13 декабря – претенденты на Гран-при. 15 декабря состоится церемония награждения участников конкурса в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни. Ну и напомню, что республиканский конкурс «Мудрости зари сияния. Книга» проводится согласно распоряжению президента Республики Таджикистан от 11 февраля 2021 года. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений, студентов средних, специальных и высших учебных заведений – это магистры, аспиранты, докторанты, научные сотрудники, взрослых и представители различных профессий. Это преподаватели всех ступеней образования, работники культуры, искусства и другие слои населения страны.
Конкурс приобретает особую популярность по всей стране, и из года в год растет количество участников. В первом туре, который проходил на местах в средних общеобразовательных учреждениях, других организациях, приняли участие 305 495 человек. Во втором туре, который проходил в центрах городов и районов, участвовало 23 045 человек. Ну и в третьем туре, который проходил в областных центрах, приняли участие 2981 человек. Ну а в финал примут участие 510 претендентов. Уважаемые телезрители, это главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и не переключайтесь.